Из-за пандемии по коронавирусу россияне стали экономить на еде. Все чаще они приобретают товары со скидками и низкого ценового сегмента. Такие данные сообщили в аналитической компании Нильсон. Между тем, принята государственная программа поддержки граждан и экономики. Обсудим ее эффективность вместе с нашим гостем в прямом эфире Башкирского спутникового телевидения с ректором Института развития и образования Республики Башкортостан, доктором экономических наук Азатом Янгировым. Азат Вазирович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, данные компании Нильсон. Уточню. Тенденция коснулась мяса, фруктовых соков, воды, чая, макаронных изделий и других продуктов. И причем доля дешевых макарон, например, в среднегодовом сравнении увеличилась с 19 до 23%, дешевый майонез с 7 до 10% и шоколадные конфеты на развес в низком ценовом сегменте с 14 до 16%. Как вы можете объяснить такое поведение покупателей в России сейчас? Ну, такое поведение, в принципе, вполне объяснимо с позиции даже экономической теории. В экономической теории есть закон, что когда у населения падают доходы, оно начинает больше потреблять именно товаров низкоценового сегмента. В частности, к примеру, даже в экономической теории есть такие наблюдения, что в частности, например, больше начинает потреблять хлеба, дешевых видов продуктов и так далее. То есть здесь, в принципе, это вполне объяснимо с позиции экономической теории. Но мы знаем, что у нас принята и федеральная программа поддержки граждан и экономики, и на региональном уровне тоже. Вот она носит адресный характер. Кому, прежде всего, она направлена? Ну, на наш взгляд, здесь действительно есть даже некоторое такое эффективное распределение, что все-таки большая часть поддержки граждан оказывается из федерального уровня, а именно поддержки отраслей экономики оказывается из регионального бюджета. На наш взгляд, это вполне резонно и вполне эффективно, потому что действительно, если мы экономику поддерживать не будем, то так или иначе средства на поддержку граждан у нас когда-нибудь закончатся, потому что они не будут получать дополнительных источников дохода. Хочу отметить, что действительно здесь есть интересные уже формы, интересные формы поддержки, в частности те, которые были реализованы президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Это доплаты на вторых детей, доплаты на третьих детей. На наш взгляд, это сыграло значимую роль в поддержке доходов населения. Ну и, возможно, это еще не учитывалось в аналитических исследованиях? Эффективность этих мер? Вероятно, еще может быть и нет, потому что все-таки период прошел еще достаточно относительно небольшой. По доходам все-таки, на наш взгляд, где-то порядка месячный период запаздывания имеется. То есть по статистике. Ну а в первом приближении, насколько эффективной такая мера оказалась и какую оценку вы можете дать? Ну, на наш взгляд, в любом случае, вот этот кризис, в отличие от предыдущих кризисов, отличается тем, что в этот кризис как никогда были продуманы меры поддержки и населения, и экономики. То есть, если раньше все-таки кризис, скажем так, развивался хаотично, то в нынешних условиях все-таки вот эта продуманная система мер позволила грамотно поддержать и население, и отрасли экономики. И, на мой взгляд, это дало определенный эффект. В том числе хочу отметить, что были предприняты шаги по сдерживанию инфляции, потому что все были в большом опасении перед режимом самоизоляции, что будет очень-очень большой всплеск инфляции, цены будут расти на порядок сильнее и выше. Максимальная отметка какая называлась? Ну, в частности, даже называлось, что цены вырастут там и в 5 раз, и в 10 раз. Но, тем не менее, на наш взгляд, это тоже очень высокое достижение властей. То, что, в частности, например, даже за апрель, за такой сложный месяц, цены выросли буквально на 3,5-4%. Это, на наш взгляд, очень высокое достижение, потому что сколько бы мы ни поддерживали население, сколько бы мы ему ни платили пособий, если цены будут расти, то все эти пособия мгновенно будут съедены, скажем так, повышением этих цен. Поэтому вот именно сдерживание инфляции, на наш взгляд, сыграло важную роль и в том числе поддержало эффективность выплачиваемых пособий. Какие тренды вы еще можете отметить? В целом хочу отметить то, что на современном этапе мы наблюдаем все-таки периоды восстановления. Для Республики Башкортостан все-таки характерна достаточно высокая степень устойчивости к кризисам. Это мы увидели вот как раз на примере нынешнего периода. И по статистике, как мы могли наблюдать, все-таки наибольший, скажем так, темп падения показали такие виды экономической деятельности, как отрасль общественного питания, оптовая и розничная торговля, отрасль оказания платных услуг населения. Но, к счастью для экономики республики, все-таки эти виды деятельности занимают
не столь большой удельный вес в валовом региональном продукте Республики Башкортостан. Именно те отрасли, которые занимают высокий удельный вес в валовом региональном продукте, а именно это, к примеру, обрабатывающее производство, промышленность, которая достигает свыше 35% в валовом региональном продукте, они показали свою устойчивость. И если мы возьмем номенклатуру промышленной продукции, ну такую укрупненную, по которой сейчас анализирует Башстат развитие республики, из 23 наименований по 14 наименованиям продукции падение не произошло ниже 90%. Это очень тоже хороший результат. И в целом надо с удовлетворением отметить, что даже по апрелю в целом падение промышленного производства не превысило 3-4%. Это тоже очень значимое достижение, на наш взгляд, прежде всего правительства Республики Башкортостан и главы республики Ради Фаридовича Хабирова, которые свыше 16 миллиардов рублей направили на поддержку отраслей экономики. И, на наш взгляд, это дало очень и очень значимый результат. Азат Вазирович, а можете вы расшифровать, что сильнее всего, какие факторы оказали давление на экономическую ситуацию? Как коронавирус в каких отраслях отразился? Ну, здесь, конечно же, главный фактор – это введенный режим самоизоляции. То есть он, конечно же, введен был вынужденно, объективно, но тем не менее все-таки такое принудительное закрытие предприятий, естественно, вызвало то, что спрос у этих предприятий резко упал, сбыта нет, выручки нет, прибыли нет и, соответственно, нет выплаты заработной платы. Часть предприятий, конечно, я имею в виду малый и средний бизнес, вынуждена была увольнять своих сотрудников, но все-таки именно меры поддержки, которые были реализованы правительством нашей республики и главой нашей республики, они были направлены именно на то, чтобы стимулировать малый и средний бизнес, сохранить своих сотрудников, пусть даже на очень минимальной заработной плате, и для этого тоже выплачивались определенные субсидии. Именно все дело для того, чтобы не допустить массовых увольнений. На мой взгляд, это вполне правительству удалось. И сейчас уже мы наблюдаем постепенно процессы восстановления, то есть значимая часть видов экономической деятельности восстанавливается, открываются уже вот именно те виды деятельности по спорту, по культурно-досуговым мероприятиям, они постепенно уже открываются. Но, как я уже отметил, конечно же, в наибольшей степени от этого кризиса пострадали именно малые и средние предприятия в области общественного питания, в области торговли и в области оказания платных услуг населению. Но, как я уже отметил, к счастью для республики, все-таки именно эти виды деятельности не составляют очень высокого удельного веса в валовом региональном продукте, а все-таки вот это в какой-то мере смягчило последствия этого кризиса. Хотела с вами еще зарплаты обсудить. Вот на 40% представители малого и среднего бизнеса снизили расходы на зарплаты в этот период. Да? Падают зарплаты в фирмах, которые работают в сфере здравоохранения. 40% это в сфере образования. В сфере здравоохранения в мае падение составило 30%, в апреле 14%, в марте 38%. Это относительно малый и средний бизнес. Как вы считаете, насколько будет устойчивым этот тренд? Что будет в июне, в июле? Ну, все-таки мне бы хотелось бы очень надеяться, что этот тренд будет переломлен. Все-таки, если взять среднемесячную заработную плату по Республике Башкортостан за этот период, именно с учетом крупных и средних предприятий, на наш взгляд, здесь удалось предотвратить такое обвальное падение. И это падение составило примерно 8%. То есть в целом все-таки из-за того, что в республике имеется значительный блок крупных таких предприятий, которые являются становым хребтовым таким элементом республики, именно это и позволило все-таки предотвратить такое обвальное падение заработной платы и реальных доходов населения. Хотя, конечно же, полностью избежать этого не удалось, и так или иначе население на себе это почувствовало. Мы также хотим обсудить с вами безработицу. С начала года в 4 раза увеличилось количество тех, кто оказался без работы. Что будет летом и осенью, вот по вашей оценке? Ну, на наш взгляд, все-таки, если режим самоизоляции постепенно сойдет на нет, и все-таки предприятия так или иначе получат возможность работать, прежде всего предприятия малого и среднего бизнеса, как я уже отметил, и в области культуры, и досуга, и спорта, и развлечения,
но так или иначе ситуация должна будет начать выправляться. Хотя, конечно, быстрого эффекта никто не ждет. Это, в принципе, понимает и правительство республики. И тот пакет мер, который принят именно сейчас у нас, он рассчитан на относительно долгий срок. То есть большинство мер рассчитаны на период как минимум 6-8 месяцев. Конечно же, это вызовет определенное напряжение для республиканского бюджета, но, на наш взгляд, здесь тоже принято достаточно резонное решение сэкономить немножко все-таки на строительстве, может быть, не первой необходимости социальных объектов, отложить которые их были включены в республиканскую адресную инвестиционную программу. И именно за счет этих средств сбалансировать республиканский бюджет. Конечно же, вот здесь как раз проявляется высокая ответственность именно республиканского правительства, республиканских властей, которые все-таки большую часть ответственности берут на себя, на свой бюджет и не перекладывают его в значительной степени на бизнес. И вот мы видим, что даже в отдаленных уголках республики обычные предприниматели получили вполне реальные деньги. Да, они небольшие, да, они не столь значимые, но тем не менее они есть, они были доведены. И на наш взгляд это все-таки служит определенным элементом смягчения этих тяжелых последствий кризиса, которые могли бы быть намного ощутимее. Ну и, кстати говоря, про антикризисную программу поддержки, которая принята в Башкортостане здесь на региональном уровне стоимостью 30 миллиардов рублей, там две части этой программы, да, по каким индикаторам будет оцениваться эффективность вот по этим 6-8 месяцам, как вы уже отметили? Что мы можем увидеть? Ну, во-первых, все-таки это, на наш взгляд, сдерживание безработицы. То есть, если все-таки удастся не допустить обвального такого роста безработицы, это уже само по себе будет служить значимым показателем эффективности. А верхняя отметка какая? Ну, я не думаю, что здесь поставлены какие-то конкретные параметры. Все-таки ситуация развивается достаточно динамично. И, на наш взгляд, все-таки вот тот параметр, который достигнут по апрелю количество безработных выросло примерно в 1,8 раза. На наш взгляд, это вполне такое приемлемое значение для такого кризиса. Рост безработицы мог бы быть намного выше. Ну и, как я уже отметил, вот за этот период то, что среднемесячная зарплата хоть и снизилась, но снизилась буквально на 8% в целом по республике, если мы берем все виды экономической деятельности, это тоже вполне, как говорится, достойный такой результат для столь сильного разрушительного кризиса. Так, хорошо, это один из индикаторов. Мы видим рынок труда, а какие еще? Ну, конечно же, это и восстановление объемов производства, восстановление объемов оказания услуг. На наш взгляд, здесь пока, конечно, о каких-то критериях говорить рано. На мой взгляд, все-таки здесь в большей степени усилия направлены на то, чтобы не допустить дальнейшего падения. Конечно же, все-таки хочу отметить очень важную вещь, то что далеко не все виды экономической деятельности в республике показали спад. И вот в этом тоже большой плюс республики, что есть некая диверсифицированная структура, и если одни отрасли падают, то другие отрасли их в некоторой степени вытягивают за счет собственного роста. В частности, вот у нас сохранились объемы все-таки нефтедобычи, у нас сохранились объемы производства химии, нефтехимии, металлургическое производство сохранилось. То есть они в некоторой степени компенсируют и сдерживают падение других отраслей. Поэтому, вот, на наш взгляд, именно попытка предотвратить вот этот обвальный спад, она вполне показывает свою успешность. И короткий, если можно, комментарий для телезрителей, что делать им в этих условиях? Здесь, конечно, рецептов очень много, достаточно большое количество. Наверное, все-таки, во-первых, я бы все-таки порекомендовал надеяться на скорейшее восстановление экономики, потому что есть такое понятие, как ожидание населения. Если население тоже будет ожидать дальнейшее, скажем так, падение экономики, то оно еще больше спровоцирует это падение. Поэтому, если мы, скажем так, будем надеяться на оптимистические такие прогнозы, то мы тем самым в том числе и поможем нашей экономике, это раз. Времени уже больше нет, к сожалению, но главное быть оптимистами. Спасибо большое, Азат Вазирович. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был ректор Института развития образования Республики Башкортостан, доктор экономических наук Азат Янгиров.